ответственности в «Газпром Медиа Холдинге» находятся такие каналы, как ТНТ. Российская телеведущая и директору канала ТНТ Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за заявления о вытеснении русского языка в стране. Об этом сообщил журналистам представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 22 января на брифинге. Заявил Смадияров. Он также высказался по поводу критики высказываний Канделаки в казахстанском сегменте соцсетей. Сондықтан ондай екінші өкінішті мәселе көрші елдегі азаматтар, көрші елдеріміздің өзіміздің достарымыз біздің ел туралы сондай беймәлім екені өкінішке орай сол адам кішкене өкпелетеді. Өйткені біз туралы ақпарат оларда дұрыс емес. Біздің елге келіп көрсін, қалай өмір сүріп жатқанымызды ойдан шығарып жаза бергеннен енді әлеуметтік желіде қырылысқанша орында өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Напомним, что ранее Канделаки высказалась по поводу намерения казахстанских властей заменить русские названия железнодорожных станций на казахские. В Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько ЖД-станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Урал и Узень на Жанаозен и так далее. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком. Закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко. Особенно удобно прикрываться историей для продвижения вот таких вот сомнительных решений. Написала она в своем телеграм-канале. Вот смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. В октябре 2023 года МИД Казахстана сообщил журналистам о существовании списка нежелательных для въезда в Казахстан лиц. Кроме Канделаки в этом списке находится также кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян. Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать, сказал журналистам 2 октября 2023 года представитель МИД. Хватит, ребят. Наигрались в безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда представители российского политического истеблишмента и прессы продвигают пропагандистский нарратив о притеснении русского языка и русофобии в Казахстане. Реакция казахских властей каждый раз оказывается беззубой, что неудивительно, ведь Россия обеспечивает безопасность нынешнего режима Токаева, власть, а возможно и жизнь которого сохранили российские войска, жестоко погасившие народную революцию в январе 2022 года. Токаев же в ответ не забывает демонстрировать глубокую благодарность своим спасителям, при каждом удобном случае публично заявляя, что Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. В декабре 2023 года Токаев в интервью телеканалу Евроньюз описал свое видение будущих отношений с ныне международным изгоем Москвой. Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них, заявил он. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза.